Дорога, которой нет, создает проблемы всем. Отрезанными от большой земли ощутили себя жители западного микрорайона номер 5. Улицы проспекта Октября в Стерлитамаке больше напоминают полосу препятствий. Да и дорогах назвать это грязевое месиво сложно. Материал Айгуль Катыповой. Едем по проспекту Октября вдоль 89-го дома и далее 91-го, 93-го. Дороги нет. Оторванные бампера, пробитые бензобаки. Доберемся или нет? Задается вопросом каждый, кто преодолевает грязевые препятствия. Для сотен людей это путь домой. Исправить ситуацию просили и письменно, и по телефону. Их не слышат. Теперь они кричат. Уже люди живут уже 1,5 года в домах. Вот ездят, каждый день люди мучаются, пешком ходят. Люди вот на остановку километр. А машины ваши не страдают здесь? Конечно, страдают, что каждый раз вот что-то скрипит, что-то ломается же постоянно машины. Кто его будет делать? Администрации не надо. Они говорят, денег нет, меньше воровать надо. Пока кто-то принимает грязевые ванны с автомобилем на пару, другие делят дорогу с пешеходами. Вот даже сейчас, вот вы видите, люди вынуждены ездить по тротуару, да, потому что здесь трубу вот эту вот, которую должны были поставить, не поставили. И в итоге люди по тротуару ездят, люди не могут даже до дома доехать, люди кто-то на работу выезжает, не могут выехать. Естественно, застревают коляски, зимой так это вообще очень сложно. И скорым, да, скорые очень, постоянно скорые, пожарные, если кто-то приезжает, постоянно жалуются все на наши дороги. Этот район в черном списке таксистов. Услышав название улицы, диспетчеры отказываются принимать заказ. Водители сюда не заезжают, а сезон дождей для местных сродни бедствию. После осадков грунт превращается в кашу. До недавнего времени этот путь был единственным, по которому можно было добраться вот до тех дальних домов. Такая своеобразная дорога жизни для местных жителей. Кстати говоря, ямы здесь засыпают мусором, оставшимся от строительных работ. Вот с той кучи в земле можно увидеть куски кирпичей и торчащую строительную арматуру, благодаря которой некоторые попрощались не с одним комплектом колеса. Строительство дороги не было выполнено по причине отсутствия проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу. На данный момент данная документация у нас уже имеется, она получила положительное заключение государственной экспертизы. При определении источников финансирования строительство будет выполнено. Планируем в 2021 году. Пока чиновничий аппарат буксует, местные жители продолжают застревать на пути домой и по-прежнему надеются, что спасение утопающих в грязи горожан перестанет быть только их личным делом. Айгуль Катыпова, Тимур Каюмов и Ильдус Камалеев. Новости Стерлитамак.